Друзья, доброе утро. Мы вот потихоньку переезжаем, вещи собираем и перевозим. Ну, что-то! В общем, едем по делам, забираем документы на Фурию, сейчас поедем. Нам в прошлый раз их не отдали. Сейчас горем пополам прошло сколько? Больше месяца, да? И вот, наконец-то прислали, сейчас поедем за ними в СДЭК, а потом поедем на участок. Друзья, получили вот такой вот у нас конвертик, и здесь у нас лежит, вы посмотрите, что у нас здесь лежит. У нас здесь лежит документы, зоологический паспорт на арктического волка нашего Фурию. Дата рождения у него 29.04.2017 года. Получается, ей будет 4 года уже в конце апреля. Кстати, 29-го, слушайте, нифига себе, 29 апреля же Алита родилась. 29 апреля рождена была тоже Алита. Вот какое совпадение интересное. Вот так, в один день будем отмечать у наших девчат день рождения, значит. Что тут еще у нас? Ну все, в принципе, паспорт животного, сведения о биологической географии, рост, вес, рекомендация по кормлению, но это мы без них сможем. Что у нас еще? Все вакцины здесь, лечение, вакцины. Вот что было, что как, что есть. Ну сейчас ее проколоть и вакцинировать, это будет, конечно, нереально. Но может быть как-нибудь, что-нибудь попробуем сделать. Поэтому, друзья, поехали дальше заниматься своими делами. Ну что, приехали на место. Саня вон уже здоровается со всеми. Вот наши волки. Братишка, привет, братиш. Привет, мой маленький. Привет. Привет, 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 мой маленький. Привет. Привет, привет. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Пойдем. Здесь вольер пустой между ними. Акелыч, Алит, вы не скучали? Ай, да, мой маленький, Акела, тихо, тихо, не грызи. Акела, да, красавчик, тайгусик. Сейчас выпущу тайга тебя. Ну, Акела, иди ко мне, Акела, иди сюда, иди сюда. Что, тайга, нифига вы тут разбордачили все. Тайга, иди сюда. Ну, тебя нельзя выпускать. Нельзя. Полетели. Куда? Зачем? Смотри, сейчас. Акела, кто там? Акела. Не злится, все, готов порвать меня. Алита. Такие врезаются в друг друга. Вообще. Надо братиша вывести будет. Не, давай не сегодня уже. Не, надо вывести, я его выведу сам. Как не сегодня? 20 минут погулять. Братиш? Не, он не выскочит, ладно. Пойдем, братиш. Пойдем. Давно мы с этим не выгуливали. Алита, иди ко мне.
посмотрите. Подожди. Нами снимает, ё-моё. Потом вы посмотрите. Да, это у нас тайга, вы посмотрите. Братиш больше тайги, вы представляете? Он уже больше 65 холки. Посмотрите, играется с Алитой. Кто там? Тайга. Кто там? Пойдем. Пойдем прогуляем. Пойдем к Акеле подведем. Пойдем, Алита. Видите, Алита. Вот они одинакового возраста, что, ну, Якут немножко помладше, братиш, на недельку. А так, ну, с учетом того, что западная сибирская лайка у нас вьюга по размерам уже отстала, она стандарт. Алита крупная считается западница. И посмотри, ну плюс самка она. Размеры, видите, отличаются как. Смотрите, уже все влюбилась. Пойдем. Алита, пойдем. Алита. Нежится. Пойдем, Да. Алита. Пойдем, братиш, пойдем. Братиш, пойдем. Что-то оно, по-моему, отсоединяется, нет? Точно лучше на поводок сажать. Нет, все нормально. Все хорошо. Просто здесь надо немножко тебе. Вот так вот. Вот, большой еще, видишь? Большой. Ну нормально, вырастет как раз. Пойдем, братиш. Пойдем к Акеле, пойдем. Пойдем к Акеле. Ой-ой-ой. Делай! Ой-ой-ой. Делай! Все, очень опасно. Все. Ну-ка нельзя. Нельзя. Тайга, кто это? Братиш, посмотри на него. Кто это? Братишка. Кто это? Капец, он выше тайги, я в афиге. Это у нас самый один из крупных западносибирских лайк. Самых именно, их самых. Что это было? Все, пойдем на место, это уже он растягивает ошейник. Пойдем, братишка. Да, не очень удачное знакомство было. Да, тело за нос, он нос разжет. Упирается. Алита. Он, видишь, уже побаивается, его туда идти не хочет. Но я их я развел по вольерам, поэтому он сейчас далековато, Акела. Ты Алиту, может, возьми с собой сразу туда? Сейчас, ну, слушай, а если вот фурия? Ну да. Хотя она, видишь, Я могу самая- здесь рядом постоять, чтобы фурия не подходила, просто чтобы братиш зашел наверняка. Алитка! Алитка, ко мне! Фурия дождалась, вот вернулся братиш твой. Пойдем, Тайга. Нет, Тайге нельзя, Тайга. Алита, пойдем, убирай Тайгу. Пойдем. Она течет, походу. Тайга, иди сюда. Пойдем. Алита, убери жопу свою от решетки. А то сейчас фурия. Я постою рядом, чтобы фурия не подходила. Пока собаки там внутри. Нет, та не нашлась. Грета не нашлась еще. Она течет или нет? Слушай, надо второй здесь подбивать. И ему уже маленький вот этот. Я понял. Вот здесь посерединке прям хоп. А я Акелины же взял большие ошейники. Так что все нормально. Друзья, вот видели, как отреагировал Акела? Вы представляете, вот если его вести на поводке, да? Что будет, если он вот, ну все это, вот так как на лыжне полетишь. У братюша с Акелой и у фурии с Акелой знакомство не очень прошло. Акела сразу показал свою власть, свое превосходство. И, конечно, это для остальных волков было не очень, я скажу. Совсем не очень. Это Санкт-Петербург.
Алита очень ласковая. Первым делом, когда лаек, например, выпускаешь, они сразу бегут бегать. А Алита в первую очередь возле тебя покрутится, пока нежности не получит, никуда не побежит. Вот такие вот гибриды. А лайки сразу, пам, в точку сразу убегают. А слева это полярная волчица. Фурия, да, полярная волчица. Она тоже, видите, такая мощь прям. Акела, скажи, а тебе не разговаривал? Акела. Да, ты здесь король. Никто больше. Ты король волк. Король волк у нас. Он тайга грызет. Костя и Акела. Друзья, насчет выгрузочной зоны по максимуму. По максимуму. Мне еще люди должны денег. Кто занимал у меня там год назад, 2 года назад. Как все рассчитаемся, начнем ставить забор. И, ну, естественно, будем стримить, без этого никак. Смотрите, какой медведь. И сразу же параллельно будем заниматься выгрузочной зоной. Как уже говорил, вот она будет здесь у нас начинаться. 6 соток будем делать чистого леса. А пока вот в таких просторных вольерах. Это вольер почти в 3 раза больше, чем был у меня в Уренгое, где сейчас сидит Акела. Поэтому ему здесь намного комфортнее. А потом будет уже этап следующей выгрузочной зоны. Конечно, непривычно, было уже минус 30 в Уренгое. Сейчас здесь плюс 8. Он уже, видите, как готовился к шубке. Но он еще даст. В Уренгое давал еще шерсти. Еще больше распушился. А здесь не знаю. Чего ты, маленький, чего ты? Да, она очень игривая. Хороший, Акела. Хороший. Мы же с тобой друзья, ты знаешь. Мы же с тобой друзья, да, друзья. Вот он какой волк. Которого надо чухать. Вот он. Но в секунду может поменяться у него настроение и может цапнуть. Законом запрещено вообще покупать молоко. Вот так. Чух тебя. Медвежонок мой. Ты пить хочешь? Сейчас вам пить надо налить.